На сегодняшний день электропоезд «Ласточка» является одним из самых популярных видов транспорта. Сейчас «Ласточка» связывает Сочи и Гагру, но совсем скоро появится новый, удобный маршрут из Сочи до Сухума. По словам начальника службы АЖД Руслана Харазия, после второго рейса были выявлены небольшие замечания, касаемые габаритов поезда. Их планируют устранить в ближайшее время и запустить поезд в короткие сроки. Этот тестовый проезд показал буквально небольшие замечания, по которым уже наши ребята выехали, то есть занимаются и будут устранять. Вопрос стоит по переездам, то есть об ограничении по скорости, это все будет проработано дальше. То есть пока еще идет работа. Сейчас есть небольшие замечания, да, по габариту, то есть, это считаются небольшими замечаниями, то есть они есть, да, они будут устраняться. То есть если сравнивать с первым тестовым проездом, сейчас практически их не было. Маршрут по времени составляет около 2 часов. Это облегчит ситуацию в курортный сезон, так как летом количество пассажиров общественного транспорта возрастает в разы. Вместительность комфортного поезда около 400 мест. Мы видим ежегодно, что особенно в летний период перевозки пассажирские с российских регионов, скажем, с границы даже, да, по территории Абхазии, они востребованы. Пассажиры всегда есть. Это и кроме иностранных туристов, скажем, это и местное население может пользоваться отсюда, скажем, до Сочи и обратно. Это удобства неоспоримые. А в любом случае, конечно, это потом опытным путем оно покажет себе необходимость, рентабельность и все эти вопросы. Скорость поезда «Ласточка» достигает 160 км в час. Для этого в каждом из головных вагонов установлены по 4 электродвигателя мощностью по 320 кВт. Каждый из них примерно в 3 раза мощнее мотора современного легкового автомобиля. «Ласточка» может эксплуатироваться при температурах от минус 40 до плюс 40 градусов. Во всех вагонах работают системы климат-контроля. Регулярные рейсы «Ласточки» в Сухум планируют начать со следующего года. Ульяна Рожкова, Раму Камкия, Абхазское телевидение.